Герман, дорогой. Олег Несторович, прежде всего я хочу поблагодарить вас за возможность, которую вы предоставляете уже не первый раз, и представителям церкви в том числе, раскрыть какие-то определенные парадигмы, в которых мы живем, а для некоторых людей, возможно, они закрыты или недоступны. И что мне всегда импонирует в подходе, который вы, какие бы должности ни занимали, постоянно демонстрируете, это академический подход. Потому что, как мне кажется, в нашей жизни серьезного научного академического подхода не хватает. Не хватает как воздуха. И когда вы определили тематику культуры и проблемы в современном нашем обществе, в Абхазии, это, конечно, поставило очень много интересных вопросов, которые привлекли нас. Почему мы и согласились, собственно говоря, принять участие в вашем семинаре. Мы не только как представители церкви, как и личности, являемся сторонниками популяризации. И популяризация науки – это один из аспектов. Но на нашем языке это просвещение. Да. Популяризация науки – это очень важная и серьезная вещь, которая сегодня, я думаю, вы совершенно точно отметили, не хватает нашему обществу не только в маленьком пространстве Абхазии, но и в большом пространстве, в котором мы инкорпорированы. И мы в церкви тоже не являемся сторонниками элитарности. Мы скорее сторонники эгалите, но в каком аспекте? Элитарны могут быть какие-то сообщества или организации, которые генерируют мысль. Но в любом случае конечная цель, она в чем заключается? В том, чтобы эту мысль донести до широкой общественности на том языке, на каком она может это понять и воспринять. Поэтому еще раз благодарю за то, что вы нам предоставляете такую возможность. Как мне кажется, вы очень правильно задали тон с самого начала, чтобы наши беседы не носили характер вот этих известных инсинуаций еще Аристотеля, который сидел, посыпал главу пеплом и говорил: ах, это молодежь, к чему это нас все приведет, катастрофа, мир уходит в небытие, традиции уже не те и так далее, и так далее. Александр Великий ушел в Индию. Да, вот от этого, я думаю, мы уже, имея за спиной таких предшественников, хорошо вам знакомых, и в том числе и вашего друга Платона, мыслителя, я думаю, что мы надежно защищены от подобного рода ошибок, потому что это бытовое проявление мысли, которое очень часто встречается, тем не менее, оно связано в большей степени с физиологией, нежели с реальным социальным положением дел. Слава Богу, есть молодежь, слава Богу, есть продолжение жизни, даже биологически жизнь хоть и сокращается на нашей планете в разнообразии своем, но тем не менее имеет возможность продолжать. Что я бы хотел напомнить? Как мне кажется, чтобы определиться с задачами семинара, когда проходили наши подготовительные встречи и вы ставили перед нами задачи, которые мы будем обсуждать, отец Дорофей вспомнил историю, это на самом деле была библейская история о 3 путников, которых встретил один из пророков, Авраам, и которые шли в город. Я хочу напомнить эту историю. Они направлялись в Содом и Гоморру. С точки зрения культуры, я думаю, однозначно, определение у этих городов. Нарицательным стало. Да. Они направлялись в Содом и Гоморру. Авраам был бедуином. Он кочевал по пустыне, увидел 3 путников и по закону гостеприимства пригласил их в свой шатер, умыл им ноги, а затем угостил их едой и поинтересовался, куда вы, собственно говоря, направляетесь. Они сказали, что идут в город Содом и Гоморру, поскольку крик, вопль от этих городов достигает небес. Надо посмотреть, что там происходит. Конечно, племянник Авраама жил в этом городе, Лот, и Авраам прекрасно знал, что происходит в Содоме и в Гоморе. И он понимал, чем закончится путешествие Бога в этих 3 ангелов в этот город. И он начал просить: если в этом городе не будет 100, 90, 80, 70, 60 праведников, говорит, если не будет 60, то хорошо, я
может быть, 50 будет, я пощажу этот город. Ну а вдруг до 50 не будет хватать 10, пощажу. А вдруг не будет хватать еще 10, шел торг, классический торг, где Авраам выторговывал жизнь этих городов. И в конечном счете он дошел до такого минимума, как 10 человек. 10. Господь ему говорит, ну ладно, если хотя бы 10 будет, ради 10 праведников в этом городе я пощажу этот город. Направился туда, и вот когда эти ангелы туда вошли, их встретил Лот, племянник Авраама, пригласил к себе домой. Случилось следующее, все жители города собрались у дома Лота для того, чтобы совершить насилие над этими тремя путниками, да. Совершить насилие, весь город. И вот они быстренько взяли Лота с семьей, в спешном порядке эвакуировали его из этого города, а история Содома и Гоморры, я думаю, понятна, огонь. Единственное, к чему это все могло привести. Эта библейская история говорит нам о вот этом количестве людей в том или ином социуме, которое с точки зрения представителей религии достаточно для того, чтобы социум существовал и был жизнеспособным. Оказалось, что меньше 10 будет уже недостаточно на целый город. И вот, знаете, некоторые религиозные представители религии, они это усвоили. Например, в иудаизме для того, чтобы собралась община, которая может совершать молитву, необходимо 10 человек. Так это и в христианстве минимум, в советское время тоже десятка. Десятка, то есть Хрущев ввел так называемые десятки, чтобы существовал приход, нужно иметь 10. Но я думаю, вы для юридического лица прекрасно знаете, какое количество необходимо людей, чтобы зарегистрировать юридическую организацию и так далее, и так далее. То есть это было усвоено. Но я хочу обратить внимание на другое. 10 человек праведников, это с точки зрения Ветхого Завета 10 человек, которые отдают отчет своей деятельности. То есть они не просто обладают сознанием и знакомы с религиозными предписаниями, моральными предписаниями, традициями своего народа или города, но кроме того, они обладают еще этим, это слово забыто у нас в обществе, рефлексией. Это рефлексирующие субъекты. Они собственное поведение способны оценивать. Не только поведение ближнего, искать соринки, как это принято во всех обществах, да, во всех обществах. Но они способны критерии применять к самим себе. И вот, как мне кажется, с точки зрения культуры наиболее важно собрать, сконцентрировать в нашем обществе, Олег Несторович, рефлексирующих личностей. Поэтому у меня такая просьба, если вы будете приглашать, а я знаю, что у вас есть такая задумка, приглашать специалистов из тех или иных областей, то обязательно, потому что нехватка сегодня информации, которую мы способны получать от личностей рефлексирующих, это как отсутствие кислорода. Это не как отсутствие воды или еды, это именно как отсутствие воздуха. Сегодня популярная культура и масс-медиа нас пичкают информацией, которая онтологически ничтожна, абсолютно ничтожна, она ничего нам не даст. А вот голоса, о чем, кстати, вы и говорили на предшествующих встречах, а вот голоса рефлексирующих личностей мы не слышим. Да. И что, они исчезли в нашей среде? Они не исчезли, они есть. Просто они не имеют доступа к средствам массовой информации. Как это и было когда-то. Потому Олег Несторович позаботился о том, чтобы сейчас нас снимают, стоят 4-5 камер, Герман. Это было изначально задумано, чтобы этот разговор не закончился только между нами здесь, значит, да, между собойчиком, прекрасное наше рассуждение, но мне кажется, что мы иногда говорим, что ну вот это не массово, это не для всех, вот есть только элитарное общество. Да. Это все правильно, но потенциально с точки зрения вообще антропологии, религиозной, философской, любой, потенциально каждый человек уже изначально имеет задатки к тому, чтобы воспринять
хорошую идею и ее реализовывать. А соответственно, наша задача, чтобы та или иная идея дошла до конкретного человека, в том числе в нашем обществе. Спасибо большое. Спасибо.